связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире и нашей стране, выявлением новых случаев заболевания в отдельных российских регионах и угрозы его появления в республике, глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о введении режима повышенной готовности. Мы провели заседание Межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции и выработали ряд дополнительных решений. 16 марта до особого распоряжения в республике будут отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия. Школам, учреждениям среднего профессионального и высшего образования рекомендуется перейти на режим дистанционного обучения. В детских садах вводится режим свободного посещения. Будьте бдительны, внимательны к себе, своим близким, окружающим. Следуйте рекомендациям Минздрава, Роспотребнадзора. Следуйте рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора. Старайтесь избегать мест массового скопления людей. Соблюдайте гигиену. Постарайтесь ограничить по возможности внешние контакты. По всем вопросам, связанным с коронавирусом, пожалуйста, обращайтесь по телефону горячей линии 8 800 55 500. Влада Гришаева, Вести Тимана, Сосногорск. Стали известны народные проекты, которые будут реализованы на территории Сосногорского района в этом году. Всего их 7, причем касаются они как города, так и поселков. Так, например, для Нижнеодовской пекарни благодаря народному бюджету будет приобретен новый автомобиль. Техника приходит в негодность постепенно. В принципе, уже возникают проблемы по перевозке хлеба и в отдаленные эти самые деревни типа Виса, Керки. Ну и и по поселку уже возникают проблемы по поводу доставки. Поэтому хотелось бы, конечно, обновить автопарк. В поселке Керки в этом году появится новый детский комплекс, а в Поляне отремонтируют несколько колодцев с питьевой водой. В ПСТ Поляны имеются колодцы, требующие ремонта и очистки, а именно частичный ремонт кровли, устройство конька, дезинфекция, чистка дна, тыла и грязи, замена цепи, дверных ручек, замена электрической проводки. Будут реализованы проекты народного бюджета и в Сосногорске. Например, детская школа искусств обзаведется ограждением, которое обеспечит безопасность как юным горожанам, так и педагогам. В настоящее же время из-за отсутствия ограждения детской школы искусств граждане близлежащих жилых домов хранят очень непосредственной близости от здания школы транспортные средства, что создает угрозу жизни и здоровью детей, педагогов, технического персонала, находящихся в здании. Кроме того, на территории школы могут бесконтрольно пребывать посторонние лица. Также в этом году на Сосногорском стадионе «Локомотив» появится мини-футбольное поле. А в 9-м детском саду оборудуют площадку навстречу комплексу ГТО. А в 14-м – студию акваанимации и песочной терапии. Стоит отметить, что уже скоро стартует кампания по отбору новых инициатив в региональный проект «Народный бюджет». С графиком проведения встреч можно будет ознакомиться на официальных интернет-ресурсах администрации Сосногорского района. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. На минувшей неделе сосногорские школьники приняли участие в интеллектуальной игре на знание трендов молодежного медиапространства. Чьи стихи использовал в своей песне Джонни? Какая фотография набрала больше всего лайков в Инстаграме за прошедший год? Обновленный логотип какого города вызвал бурное обсуждение в интернете? Скорее всего, на подобные вопросы смогут ответить представители только молодого поколения. Основное количество взрослых вряд ли поймут, о чем идет речь. Поэтому узнать, кто же все-таки более эрудирован в своей современной стихии, попытались обучающиеся всех школ города с 8 по 11 класс. Это интеллектуальная игра, в которой берется нестандартное мышление, в которой ты вспоминаешь все, что можешь, и развиваешься. Я не первый раз принимаю участие и знаю, насколько это круто и здорово. Квиз предполагал выполнение 4 заданий, в каждом из которых по 5 вопросов. Мероприятие для ребят провела руководитель молодежного отдела администрации муниципального района Сосногорск Алена Богданова. Ученик первой школы Владислав Харитонов на подобной игре впервые. Молодой человек уверен, что это помогло развить мышление, а также сплотить команду его школы. Сегодня проходит викторина «Мозголомка». Я на ней впервые.
Какие ожидания вообще у тебя? Командный дух поднять, интерес. Дух команды решал все. Кто-то знает все самые свежие новости в мире. Кто-то пересмотрел все фильмы и сериалы и угадывал любой из них с первого кадра. Ну а кто-то знает наизусть все современные песни и не упустил возможности подпевать слова. По итогам большее количество баллов набралось у ребят из школы номер 5. На втором месте вторая, а тройку лидеров замыкает третья школа города. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске состоялся первый весенний детский бал. В стенах Дома культуры «Горизонт» собрались учащиеся младших классов городских школ для того, чтобы впервые в жизни погрузиться в чарующую атмосферу Серебряного века. У нас в городе уже традиция проводить бал для старшеклассников. Каждый год проводится. И мы смотрим на старших, любуемся и думаем, как бы хорошо вот такие же красивые ходили бы наши дети в торжественном полонезе, маленькие. Думали, решили все-таки попробовать и сделать детский бал. Открыл весенний бал изящный полонез. Под торжественную музыку юные сосногорцами парами вошли в зал, чтобы закружиться в танце. Как столетия назад, точно так же грациозно двигались галантные кавалеры и очаровательные дамы. Главная задача наша была провести этот бал для того, чтобы дети общались больше друг с другом, сдружились, чтобы знакомились с культурным наследием России. К этому балу с волнением и трепетом долго готовились все его участники. Девушки неделями репетировали танцы, подбирали платья и, конечно же, работали над образами. Мне мама сделала прическу перед концертом, и мы подбирали еще платье. И как бы готовились очень хорошо, переживали очень сильно то, что как бы, чтобы хорошо выступить. Это было очень долго и очень интересно, потому что познавательно, что было в веках до нас, традиции, обряды их, как это все происходило на балах. И было все познавательно. У нас каждый день снимали с уроков, чтобы это все прорепетировать, и это все было очень красиво. Не отставали и юноши, ведь каждый из них должен был проявить себя не только умелым танцором, но и галантным кавалером. Мы готовились 2 месяца, но это было трудно, но нам понравилось, в принципе. Мы думаем, что будет интересно. Мы, готовились долго, это было тяжело. Мы всего в «Горизонте» репетировали раза 2-3, и вот сейчас уже выступаем. Но не одними только танцами были заняты участники весеннего бала. Чтение стихов, исполнение песен и инструментальных композиций – все это сделало праздник по-настоящему разнообразным. Подготовила маленькие такие рассказики, презентации. Когда мы репетировали, мы учили старинные танцы. В завершении бала все его участники были отмечены памятными дипломами. Также награды получили победители в различных номинациях. Андрей Калиничев, Павел Дурников и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.